Я такой дом больше никогда построить не смогу. Поэтому не хочу, чтобы наши дома сносили. Джумагуль живет практически в центре столицы, в квартале, состоящем из частных домов, и который по генеральному плану города подлежит сносу и дальнейшему расселению. Взамен ее дома в 228 квадратных метров, где она пару лет назад провела капитальный ремонт, потратив на это многолетние накопления, и участка в 7 соток земли, администрация района предлагает часть пустыря в 3 сотки на восточной окраине города, говорит женщина. Если посчитать квадратные метры, может быть, выйдет 3 трехкомнатные квартиры. Мне предложили 3 сотки. Кто там такой дом построит? Никто. Под переселение вместе с Джумагуль попадают около 600 семей, и большинство из них многодетные. В одном квартале они живут полвека, и многие за эти годы успели породниться. Поэтому переселяться они никуда не хотят. У меня здесь 4 сыновей, 2 из них с женами. Здесь еще живет мой брат с женой. У моего сына 4 ребенка. Меня самой 3 здесь. Куда мы поедем? О том, что придется переехать жителям квартала, сообщили еще в 2011 году. Администрация района уведомила людей, что дальнейшее строительство и расширение частных домов здесь под запретом, и рекомендовала не тратиться на ремонтные работы. Людям были предложены 3 варианта: продать свои дома государству по рыночной цене, получить равноценное жилье в многоквартирных домах в том же районе или участки земли. Сегодня, по словам местных жителей, чиновники отказываются от своих обещаний, сетуя на финансовый кризис. На второй встрече председатель нашего района отказывается от своих слов. Говорит, что у вас не по рыночной цене не купим и квартиры не дадим. Получите только землю. Однако в администрации района уверяют, что эта информация не соответствует действительности. Жители квартала получат все согласно закону, и все 3 варианта в силе. Но при этом компенсация не будет выплачиваться за пристройки к домам, сделанные незаконно. Именно из-за этого и возник конфликт. С увеличением количества членов семьи большинство жителей на участках внутри своих дворов встроили новые жилые помещения. Без боя местные жители решили не сдаваться. Они уже написали открытое письмо на имя президента страны Эмомали Рахмона, опубликованное во многих средствах массовой информации, с просьбой разрешить ситуацию. Также в случае необходимости будут судиться с администрацией города. Время пока есть. По их словам, сроки переселения не определены. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.